14 миллиардов 800 миллионов сомов. За такую сумму ушел с аукциона один из главных сотовых операторов страны ЗАО «Альфа-Телеком», известный в народе как «Мега». Участие в торгах приняли две компании. Это государственная ипотечная компания и Государственный банк развития. По итогам электронных торгов, прошедших на портале электронной торговой площадки, победителем признан Государственный банк развития, который предложил наибольшую сумму. В Госбанке развития отметили, что приобретение сотовой компании усилит их деятельность в развитии инфраструктуры и качества связи, а также это позволит вывести сотовую компанию на новый, более высокотехнологичный уровень. Чтобы компания предоставляла новые услуги. В этой связи мы намерены предоставлять ресурсы компании дополнительные, с тем, чтобы они могли расширить свои точки, чтобы у населения была возможность практически во всех районах иметь хороший интернет, хороший доступ к мобильной сети, а также другие новые технологии. Также мы намерены вводить в компанию корпоративное управление и с тем, чтобы компания стала публичной и соответствующие отчеты размещала на своем веб-сайте. Все прежние цели, задачи и работа сотового оператора «Мега» будут продолжены в той же степени реализации. Абоненты могут не переживать по поводу качества услуг связи, рассказал гендиректор компании Айбек Куренкеев. Акционер остался, как и прежде, это государство, правительство. Данные, результаты аукциона позволят компании наращивать финансовые ресурсы, позволит компании более активно инвестировать в расширение покрытия и качества услуг связи по всей стране. Также будут усилены государственные услуги, оказываемые населению в цифровом виде, и мобильные финансовые сервисы, которые очень помогают населению, особенно в дальних регионах. Таким образом, после данной реорганизации планируется усиление, развитие. Все прежние цели, задачи, работа будет продолжена в той же степени. Тем временем в профильном управлении Минэкономики подчеркивают, что после аукциона «Мега» все так же останется у государства и нет никакой речи о переходе компании в частные руки. Наоборот, у Госбанка и «Меги» появится возможность приносить в экономику большие инвестиции. Для Мегакома и для самого Госбанка развития появится возможность дальнейшей диверсификации экономики, для дальнейшего вливания в экономику Кыргызской республики, зарубежных инвестиций, в том числе мобилизации внутренних резервов. Тем самым переход прав акционера от непосредственно госорганов к профессиональному участнику в лице Госбанка, соответственно, положительно отразится на экономике Кыргызской республики. Компания «Мега» отмечает, что развитие и повышение качества услуг связи останутся приоритетными задачами сотового оператора. Чебек Исакова, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.